Привет всем! Рад видеть вас на нашей площадке. Сегодня мы поговорим о трудоустройстве без опыта работы. Друзья, внимание на экран. Молодежь часто сталкивается с непростой задачей – найти работу по своей специальности без опыта. В условиях сложной экономической ситуации и высокой конкуренции это оказывается непростым испытанием для многих. Однако грамотное построение карьеры и соответствование требованиям рынка труда могут стать ключом к успешному старту. Юлия Толкачева – профориентолог, карьерный консультант и психолог управления занятости населения городских округов. Офис «Моя работа». Юлия и ее коллеги сегодня те, чья работа призвана помочь решить проблему трудоустройства и найти каждому желающему работу по душе. Что ждет молодых специалистов на рынке труда Якутии? Какие возможности и перспективы предоставляет современный рынок труда? Дорогие друзья, чтобы разобраться в данной проблеме, вам необходимо разделиться на две группы. Оптимисты – это те, кто считает, что сегодня молодым людям открыты все пути. Работодатели, они заинтересованы в воспитании молодых кадров и охотно принимают их на работу, освежая, так сказать, своих сотрудников. Пессимисты – это же те, кто считает, что отсутствие опыта работы – это большая трудность. Работодатель не готов принимать и развивать специалистов, не имеющих опыта работы, и тем более создавать для них рабочие места. При этом каждая из сторон, каждая из групп должна стараться перекинуть на свою сторону больше участников с противоборствующей. В конце передачи у каждого из вас будет возможность поменять свою точку зрения. Соответственно, оптимист, который убедится в аргументах пессимистов, может перейти к ним. И пессимист, который убедится в верности оптимистов, может перейти на их сторону. Угу. Так, выбираем зоны. Оптимисты будут справа. Пессимисты слева. Делимся. Итак, встречаем нашего героя. Профориентолог и психолог Карьерный консультант. Юлия Толкачева. Юлия. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Сейчас вам дается минута, чтобы вы могли нам рассказать о себе. Меня зовут Юлия, я работаю психологом уже более 10 лет. Моя основная целевая аудитория – это взрослые люди, которые испытывают кризис в своих трудовых, карьерных отношениях. Это те люди, которым нужно помочь преодолеть сложности, связанные именно с поиском работы, поиском себя или постановкой карьерных целей. Начнем мы с небольшого блиц-интервью, соответственно, быстрый вопрос и быстрые ответы. Итак, первый вопрос. Трудно ли было вам найти работу после окончания обучения? Не совсем. Дело в том, что когда я закончила университет с красным дипломом, я почему-то была уверена, что точно найду работу в родном городе, но, к сожалению, это было не так, и я, в принципе, воспользовалась предложением уехать на работу за пределы города Якутска, в Мирнинский район, и, соответственно, состоялось трудоустройство и состоялась вообще цель моего обучения, то есть работать по профессии. А какие специалисты, на ваш взгляд, сейчас востребованы больше всего? Любой специалист практически сейчас может быть востребованным, потому что сейчас рынок труда переживает некоторые изменения, и мобильность вот этих кадров, она очень важна сейчас, особенно в связи с тем, что сейчас происходит в целом в стране, страна заинтересована в трудоустройстве молодых перспективных. И очень востребованы специалисты, представители STEM-профессий, это профессии, связанные с биологией, химией, с естественными, научными предметами, и специалисты, которые могут развивать сельское хозяйство, и также специалисты, обладающие хорошими знаниями, практическими умениями, именно владеют хорошо иностранными языками, особенно китайский. Практически во всех сферах получается. Да. Какой вопрос чаще всего вам задают, приходя на ваши консультации? Чаще всего задают не вопрос, а свой запрос, что хочу вообще понять, где мое место,
к чему мне стремиться, Кто я, да? кто я потерял вообще смысл профессиональной, да, своей идентичности, профессионально выгорел, эмоционально выгорел. То есть это в основном люди, которые переживают некий кризис, связанный именно с карьерными целями. А выстроена ли достаточным образом качественная система по работе с молодежью, по их трудоустройству? В чем заключается поддержка? Во-первых, ему оплачивают проезд, провоз багажа, его членов семьи, если эта работа находится за пределами его основного места жительства. Выплачивается МРОД, там, подъемный, да, то есть есть финансовая поддержка. Также есть ряд постановлений, цель которых поддержать работодателей, которые готовы к себе принять на работу людей из числа молодежи. То есть возмещение идет заработной платы, да, все, то есть это поддержка работодателей для того, чтобы они были заинтересованы в том, чтобы молодежь привлекать к себе на свои вакантные места. И также есть система поддержки, которая называется наставничество и стажировка. Тоже материально поддерживается предприятие, да, и поддерживается сам работник, за ним закрепляется наставник, который ему помогает перенять какой-то опыт. Это очень хорошие меры. Главное просто, наверное, знать о том, что это существует, потому что наверняка не все об этом знают и подозревают даже, что это есть, да? И помнить о том, что под лежачий камень вода не течет. А много ли молодежи обращается сейчас в биржу труда? Честно сказать, не могу, много или мало. Все это связано с волатильностью рынка труда. То есть в определенный сезон, да, даже там летом, например, очень мало бывает обращений. Осенью гораздо больше, да, когда все уже активно намереваются заниматься поиском работы. То есть это скорее не зависит от того, молодежь ты или там не молодежь, а все зависит именно от того, в каком сегменте рынка труда ты вообще находишься и что ты ищешь. Бывают ли случаи, когда человеку не удается найти работу по душе? Конечно, каждый хочет работу по душе найти, чтобы она и закрывала твои основные потребности, да, вот физиологические, скажем, там, и закрывала твои внутренние потребности, да, то есть реализовывать свой опыт, свои знания, быть нужным в профессиональном сообществе. Но это бывает не всегда. В большинстве своем приходится чем-то жертвовать на самом деле. Либо заработной платой, уровнем, да, или там какой-то комфортностью, либо какими-то функциональными обязательствами, то есть идти немножко вразрез со своими желаниями. Поэтому таких случаев бывает очень много. И главное найти просто способ как-то оптимизировать внешние, внутренние факторы и найти какой-то идеальный вариант для себя, который сейчас ты можешь действительно реализовать. Итак, Юлия, сегодня перед вами те, кто постарается узнать вас немного поближе, ну и подискутируют на сегодняшнюю тему. Справа от вас расположились оптимисты. Это те, кто считает, что сегодня молодым людям открыты все пути. Работодатели, они заинтересованы в воспитании молодых профессионалов и охотно принимают новые кадры на работу. Слева же от вас расположились пессимисты. Они считают, что отсутствие опыта работы – это большая трудность. Работодатель не готов принимать и развивать специалистов, не имеющих опыта работы, а тем более предоставлять для них рабочие места. Сейчас мы обращаемся к нашей аудитории. Друзья, пожалуйста, поделитесь, почему вы заняли эту позицию. Какие у вас есть аргументы, почему именно эта сторона. Давайте начнем с стороны оптимистов. Пожалуйста, поделитесь. Я считаю, что это в любом случае зависит от человека, неважно какого он возраста. То есть если есть амбиции, если есть желание работать, и тем более если нравится сфера, адекватный работодатель всегда увидит хорошего сотрудника. То есть на своем примере, когда я приходила в сферу, сейчас я работаю косметологом, тогда я приходила ассистентом, просто медсестрой. И там я была ассистентом, медсестрой, администратором, и по вечерам мыла полы. И, конечно, работодатель увидел во мне жилку и предложил мне у нее обучиться. Поэтому в любом случае зависит от человека, я считаю. И не бывает так, что нет работы. Пессимисты, почему вы сегодня на этой стороне расположились? Когда студент, например, или школьник ищет работу,
во всех вакансиях требуется именно опыт работы, и вот именно как школьнику или студенту набрать этот опыт, если его требуют, и у тебя опыта этого нету. Еще мнение? На мой взгляд, то, что сейчас очень многие профессии, они связаны с цифровизацией как раз-таки, то есть молодые специалисты, они более не знаю, лучше разбираются, в общем, в этой сфере, и как раз-таки они могут вывести какие-то компании, предприятия на новый уровень. Спасибо. Пессимисты, еще ваше мнение? Я вот так считаю, что на сегодняшний день студентам или школьникам трудно вот куда-то либо устроиться, потому что работодателю гораздо выгоднее, получается, нанять квалифицированного специалиста на работу, который будет ответственный, нежели школьника или студента, у которого даже вот мало свободного времени. Он вечно в учебе или в каких-то других делах. Спасибо. Спасибо. Еще мнение, пожалуйста. Мне кажется, то, что молодые люди всегда могут найти работу, потому что, молодые кадры, они всегда были ценные. И мне кажется, опыт работы, он не всегда должен быть везде обязательно, чтобы куда-то пойти работать. Мне вот 22 года, я уже работал в 3 сферах, и все нормально, у меня с этим проблем не возникает. Пессимисты, еще, пожалуйста. Лично я считаю то, что, допустим, если студент или школьник решил пойти в направление не по своей специальности, то, конечно же, будет выгоднее предприятию взять человека, который уже получил высшее образование по этой специальности или среднеспециальное. Спасибо. Поаплодируем. Еще мнение? Я хочу добавить тот момент, что действительно хороший работодатель видит в человеке, в сотруднике, в молодом сотруднике большую перспективу. То есть ему выгоднее будет вырастить своего человека, который будет полностью профессионально подготовлен, так как нужно самому работодателю. То есть именно молодой сотрудник, юный сотрудник, он будет выполнять свою работу на всю 1000% из 100. То есть ни один опытный сотрудник не будет выкладываться на работе так, как делает это новый сотрудник без опыта, без былого. Спасибо. Да, пожалуйста. Добавлю, я считаю, что опытный сотрудник имеет свои определенные амбиции и может ставить условия, в отличие от молодого сотрудника. Поэтому работодателю это тоже является плюсом. Ну и плюс свежий взгляд. То есть, конечно, чем более опытный специалист, тем у него больше всяких стигм в голове. Это тоже является минусом. Спасибо. И давайте перейдем к вашим вопросам нашей гости. Пожалуйста. Часто ли работодатели обращаются к вам с поиском именно новых молодых сотрудников? Иногда у нас работодатели приходят с конкретным запросом. Да? Мне нужны молодые сотрудники, активные, у которых очень много идей каких-то есть, которые они еще не реализовали. Да? И именно подбирают к себе в команду именно специалистов, да, имеющих специфическое какое-то специальное образование. Но упор идет не на практические навыки и практический опыт, который зафиксирован где-то в трудовой книжке, да, а больше идет запрос на личностные навыки. То есть, если говорят, нужен специалист в команду, то уже перечисляют конкретно, какие навыки. И там не бывает навыка именно владения какой-то программой. Они готовы научить всему. Им нужно просто, чтобы человек был ответственным, чтобы он умел работать в условиях многозадачности, к примеру. Да? Ему нужно, чтобы человек разделял ценности компании, в которой он будет работать. И именно больше уделяется внимание не на замену персонала, да, то есть вот человек выгорел, его взяли, заменили каким-то другим человеком, да, а именно идет сейчас тенденция на сохранение кадров и на развитие этих кадров, и, соответственно, на обучение кадров. Вопросы со стороны пессимистов? Можно спросить, какова статистика тех, кто выпустился с вузов, они идут работать по своей специальности? Есть такая проблема, то, что большинство выпускников, они идут работать, например, в сфере услуг и ресторанного бизнеса. И в чем
причина такого выбора то, что выпускники работают не по своей специальности, большинство? Это очень хороший, очень важный вопрос, потому что, да, существует, если мы будем смотреть со стороны на вообще картину в целом трудоустройства, да, то если человек отучился там 4-5 лет, да, по своей специальности, не связанный, к примеру, с торговлей, да, и он уходит в сферу торговли. Вопрос возникает, почему? Да? Ну, во-первых, наверное, потому что остро стоял вопрос трудоустройства, нужно было закрывать свои потребности, такие как покушать, где-то жить, там, да, может быть, помочь родителям, и не было времени на какой-то, не было люфта для того, чтобы поиск работы был связан именно с той специальностью, по которой ты заканчивал обучение. Да? С другой стороны, это всего лишь внешняя сторона. На самом деле, скорее всего, у вот этих вот выпускников, которые выбирают такой выбор, да, делают этот выбор, скорее всего, у них мотивации было меньше. Во время обучения они, скорее всего, не создавали себе базу. То есть я хочу сейчас обратиться к ребятам, которые, может быть, сейчас учатся в школе или учатся, получают первую профессию, да? Нарабатывайте базу, пока вы учитесь. Не ждите, когда вам вручат ваш диплом и скажут «до свидания». Да? Именно вот этот момент очень важен на самом деле, да? Практика, как вы ее проходите, с каким настроением вы туда приходите и что вы хотите там делать? Просто получить хорошую оценку и отчитаться перед руководителем, да, практики? Или вы хотите действительно получить практические навыки, чтобы у вас не возникало сложностей написать в резюме, что у вас есть опыт работы? Потому что на самом деле, открою секрет, может быть, многие удивляются, что в резюме можно указывать свою практику как действительно опыт работы. Просто в скобочках, что это была практика. Спасибо. Пожалуйста, вопрос с вашей стороны. Я бы хотела услышать ваше мнение насчет того, то есть, когда молодой работник, специалист приходит, устраивается на работу, у него горят глаза, он все делает быстро, там схвачено, что-то придумает и так далее. Как поддерживать работодателю это постоянно, то есть, чтобы человек не выгорал? Работодатели, конечно, сейчас уже уделяют этому большое внимание, и недаром у нас сейчас вот в крупных компаниях есть такие, прямо структурные подразделения, которые занимаются не только подбором персонала, да, и расстановкой кадров, но еще и развитием этого персонала, проводят различные тренинги, обучение, да, все для того, чтобы поддерживающую среду вот эту обеспечивать, да, и копить вот этот человеческий потенциал, вот кадровый ресурс, резерв, да, у себя на предприятии. Еще вопросы со стороны пессимистов? Молодому соискателю рабочего места не волноваться на собеседованиях. И чтобы бояться меньше, нужно как можно ходить чаще на собеседование на самом деле, да, то есть в любом случае, когда ты каждый раз переживаешь вот эту ситуацию, и ты понимаешь, что в принципе ничего плохого со мной там не случилось, меня там не убили, надо мной не засмеялись, там, меня никто там с криками не выгнал из кабинета, да, что это все нормально, и ты, получается, привыкаешь к этому стрессу, и уже можешь более спокойно реагировать на вот такие мероприятия, как собеседование. Еще вопрос, пожалуйста. Большая часть тех людей, которые не могут найти работу, это причиной этого стало именно отсутствие опыта или вот этот страх? В большей степени сложности с трудоустройством возникают у людей, неуверенных в себе как в специалисте. То есть даже если я имею хорошую базу образовательную, но не уверена в своих силах, как вот готовый специалист пришел, и мне все время страшно, да, что вот я приду, меня возьмут на работу, я не справлюсь, меня там с позором выгонят, еще, может быть, по статье уволят, да, и вот этот страх, вот неуверенность, именно неуверенность является вот этим ограничивающим фактором, который закрывает глаза на все возможности, которые вокруг тебя есть. Ты не просто не видишь этих возможностей, а живешь вот в этом страхе и, к сожалению, иногда устраиваешься, но совсем не туда, куда хотелось бы на самом деле, да, соглашаешься на тот вариант, где нет страха именно
нет страха ошибиться. Это может быть даже неквалифицированная какая-то работа, где вообще нет требований никаких к образовательному уровню, да, опыту. То есть, рабочие какие-то профессии неквалифицированные. И очень часто бывает, что именно страх ограничивает человека и направляет туда, где не так страшно ошибиться. У нас есть видеоопрос по теме нашего обсуждения. Внимание на экран. Где можно поработать в период студенчества? Можно, наверное, в тех же кондитерских лавках. Хотя я не уверена, что там берут студентов на самом деле. Только если по практике какой-то можно будет. Есть всякие, например, СУФУ предлагают разные практики им. И там можно ходить, но я не уверена, что там платят. Подработка какая-нибудь, допустим. Листовки, да, грузчики, не знаю. У нас однокурсники так делают. А как вы думаете, тяжело ли вообще трудоустроиться, будучи студентом? Нет. Потому что, с 14 лет можно работать. Можно поработать в кафешке, стать официантом тоже неплохо. На шиномонтаже. Там всегда требуется работа. А как вы думаете, вообще тяжело ли трудоустроиться, будучи студентом? Зависит от начальства, от того, какие у них были предыдущие работники. Потому что у них может сложиться плохое мнение о совершеннолетних либо несовершеннолетних, о подростках. В период студенчества можно подработать в KFC, Бургер Кинге, там на кассе. И, можно курьером еще устроиться. А как вы думаете, тяжело ли вообще трудоустроиться, будучи студентом? Будучи студентом, да, тяжело, потому что учеба занимает большее количество времени. Также сама работа утомляет. Вообще устроиться можно, но в Якутске сейчас все очень забито, так что будет сложновато. Мне кажется, что самое популярное сейчас это работа официантом в общепите. Мне кажется, сейчас много кто работает, так что, думаю, нет. Даже не знаю, я об этом не задумывался. Дистанционную работу найти можно, которая не требует полного графика дня. Не знаю, на подработках разных. Флайеры можно раздавать, наверное. Вечерние подработки. Точно не могу сказать. Я не работала во время студенчества. А тяжело ли вообще трудоустраиваться студентом? И почему? Да, конечно. Потому что студенты в дневное время учатся и только в вечернее время могут подработать. В период студенчества лучше всего, как по мне, работать в общепите. И больше вариантов я не знаю. Там курьером можно и все, как по мне. Ну что, посмотрели мы с вами сюжет, послушали мнение молодых ребят, и давайте зададимся таким вопросом. Как вы относитесь к работе во время студенчества? Является ли это, на ваш взгляд, таким качественным способом наработать опыт? Давайте начнем с стороны оптимистов. Работа во время студенчества — это прекрасно, это большой опыт. Конечно, это сложно совмещать, особенно если ты учишься на очном обучении. Но это прекрасный опыт, который желаю прочувствовать всем. Ведь только тогда ты можешь научиться грамотно планировать свой график, свое рабочее время. Ты можешь понять все свои возможности и научиться многофункциональности. И только в этот период работы ты начинаешь развиваться сам, и у тебя появляются свои взгляды на жизнь, благодаря тому, что ты не просто сидишь за учебниками, но и ты видишь саму жизнь. Конечно, есть замечательные кейсы вроде ребят, которые занимались фотографией в неучебное время, и после выпуска, допустим, мой товарищ пошел не филологом японского языка по специальности работать, а фотографом в студию. Но большинство кейсов на данном пути, которые я встречал, это ребята, которые работают в не самых даже безопасных заведениях питейного характера, например, в свое время, тем более тратят полночи на это. И действительно, легче всего их туда берут. В целом это небезопасное место, и я считаю, что нужно озаботиться этой проблемой, где бы студенты могли подрабатывать безопасно в подобное время, в вечернее. Ведь по специальности, где их в вечернее время возьмут, если в 6 уже закрываются большинство работающих профессиональных заведений. Вот так.
Пожалуйста, еще мнение. Великолепно, конечно. Ты чувствуешь вообще свои деньги, распределяешь бюджет, можешь как-то уже облегчить жизнь родителям. Потребности увеличиваются, там, одежда, телефоны, какая-то техника и так далее. Поэтому, конечно, иметь свои деньги и иметь опыт, да хоть какой работы на самом деле, иметь ответственность перед кем-то, помимо своих родителей, это прекрасно, да, это воспитывает, закаляет. Большинство школьников вот с 14 лет заканчивают, получается, свой учебный день вот в 7 вечера. Приходят домой. Вот так вот проходят все их дни. И где же им, получается, достать вот то время? Получается, работать им негде, время нету. Все, спасибо. Спасибо. И еще мнение. Хочется высказаться по поводу рабочего времени вообще у нас в Якутии, да, и есть определенная закономерность, тенденция, которая заключается в том, что практически все организации заканчивают в 6 либо в 7 вечера, да, и из этого исходит нехватка, получается, профессиональных мест работы и определенной деятельности, допустим, досуговых центров тех же самых, да. И я полностью согласна с мнениями пессимистов, потому что для нас, мне кажется, это проблема, потому что если бы организации увеличили свое время работы, да, то у многих бы появилась возможность трудоустроиться. Это, во-первых. По поводу практической значимости, когда ты являешься очным студентом в высшем учебном заведении, да, опыт работы, у нас, получается, программа образования основывается на теоретической части и на практической базе. Да? И вот получается закономерность, тенденция такова, то, что больше мы получаем теоретическую часть. И нарабатывать любую практическую часть в реальности, в окружающем мире, во взрослой жизни, мне кажется, абсолютно максимально очень хорошим действием для того, чтобы потом у человека обосновалась определенная база вообще мировосприятия не только для работы или любой деятельности, а вообще это нужно для того, чтобы стать личностью. Спасибо. Спасибо. Еще такой вопрос, как наладить диалог между работодателем и потенциальными работниками? Расскажу на личном опыте. Я пришла трудоустраиваться, я пришла с большим волнением, но я была уверена, что я хочу на эту работу. Вследствие этого я показала все, что я могу, что я умею. Я рассказала весь свой прошедший путь, что я могу, что мне нужно от жизни, как я вижу свою работу. То есть здесь именно важно самому работнику будущему показать свое видение и понять то, что он действительно хочет этого. Работодатель всегда видит цели, видит способность этого сотрудника. То есть в связи с тем, что как ты пройдешь собеседование, так и получится у тебя на работе. Если ты будешь уверен, и ты покажешь, что ты готов работать, готов стремиться к чему-то, тебя и без опыта работы возьмут. Это лично мое мнение. Вот ты сейчас говоришь именно с позиции, опять же, того, кто трудоустраивается. Как ты считаешь, должны ли быть какие-то, опять же, встречные действия со стороны работодателя? Я считаю, что работодатель должен создать комфортную обстановку для собеседования. То есть не должно быть какой-то эмоциональной давки. Должно быть все спокойно, уютно, на равностях. Не должно чувствоваться вот этого сильного разделения, что ты новенький, что ты только пришел, что ты ничего не умеешь. Ты должен чувствовать себя комфортно в обстановке, которую тебе предоставляет твой работодатель. Пессимисты, что вы думаете на этот счет? Это должно быть комфортно, чтобы работодатель в ходе диалога понимал, с кем он имеет дело. И мне кажется, по моему опыту, я подметил, что действительно работодатели заинтересованы более в уверенных людях. В первую очередь смотрят на уверенность, во вторую очередь на профессионализм. С одной стороны, это хороший подход, но с другой упускаются ведь многие кадры людей застенчивых, но которые являются профессионалами в своей сфере. Например, у нас в филологии очень много ребят застенчивых, но при этом хорошо разбирающихся в языках, в своем предмете. Но я уверен, что на собеседованиях бы они показали себя не очень уверенными в своем деле, даже просто из-за боязни. Поэтому я думаю, это должно быть как собеседование в Московский государственный институт кино, когда комиссия сидит, самоваром чай пьет с претендентом. Вроде бы не затейливый диалог, а тот, кто ищет себе новичков, тот все поймет. Еще мнение послушаем.
Работодатель может создать имитацию той работы, на которую устраивается человек, чтобы как раз-таки убедиться в его способностях. Тестовое задание. Да, чтобы человек более так, можно сказать, вникнул и почувствовал еще также, надо это ему или нет. Спасибо. Вот еще дополнение есть. Давайте послушаем. Мне кажется, в зависимости от того, на какую работу ты устраиваешься, если это какая-то творческая деятельность, там, не знаю, рекламная кампания, веб-дизайнер, то, конечно, там не нужны агрессивные продажи, какая-то активная уверенность в себе. Там нужно творчество, вдохновение, и там можно поспокойнее себя вести. То есть, мне кажется, подход должен соответствовать работе. Ну и послушаем нашу гостью, Юлию. Юлия, пожалуйста. Я рекомендую перед собеседованием тщательно изучать компанию, в которую вы планируете трудоустроиться. Очень часто такое бывает, что молодой соискатель считает, что чем быстрее он отправит свое резюме на вакансию, да, чем быстрее он всех это сделает, тем больше у него шансов. На самом деле нет, на самом деле больше шансов у того, кто, во-первых, изучит тщательно, отскринит эту вакансию, посмотрит, какие там есть требования, какие функции надо выполнять, да, изучит полностью информацию об этом предприятии, об этой организации, поймет, хочет ли он там работать, да, то есть сформирует вот такую мотивационную базу, да, то есть сформирует свое конкретное намерение, да, и уже это придает сил на собеседование и уверенности. Кому надо, обращайтесь за карьерной консультацией, это бесплатно. Кто может сам, великолепно, но изучайте подробно информацию, на которую вы откликаетесь, и внимательно изучайте работодателя, к которому вы хотите устроиться. Юлия, какой сегодня совет вы можете дать нашим ребятам? Те, кто сейчас в процессе получения образования, копите базу, копите хорошую практику, связи, рекомендации собирайте. То есть не относитесь к процессу обучения как просто к получению документа, да, к конечному итогу. Это время, вот это ресурс, ценный ресурс, который, между прочим, невозможно восполнить, время, да, оно вам дается для того, чтобы действительно наработать какую-то базу и чувствовать себя уверенными. Поэтому у кого есть опыт работы, молодцы, а тем, у кого еще нет личного опыта, да, какого-то, и поэтому вам страшно, и поэтому вы испытываете страх, и, возможно, поэтому вы пессимисты, да, то не ограничивайте себя прежде всего, смотрите на возможности, которые вам каждый день предоставляет судьба, и смотрите на вот эти вызовы, которые перед вами существуют, именно как на вызов, да. То есть для того, чтобы что-то преодолеть, для того, чтобы закалиться, да, и стать какой-то личностью, да, нужно преодолевать те вызовы, которые перед вами возникают. Поэтому не тушуйтесь, не бойтесь, вперед с песней, покорять и делать великие дела. Ну а сейчас наступил тот самый момент истины, когда вы можете поменять свою точку зрения. Соответственно, оптимист, который убедился в аргументах пессимистов, может перейти к ним. И, соответственно, также наоборот, пессимисты могут перейти на другую сторону, к оптимистам. Если вы убедились в их аргументах. Соответственно, мы определяемся окончательно своей позиции, точкой зрения, ну и на счет 3 можно будет перейти. 1, 2, 3. Итак, у нас все остались при своем мнении. Давайте друг другу поаплодируем. У вас есть возможность определить лучшего участника, кого вам бы хотелось сегодня отметить. Я бы хотела бы молодого человека отметить, да. Давайте поаплодируем, попросим тебя выйти на подиум. Юлия, пожалуйста. Хочу подарить тебе вот такую прекрасную книжку. Называется она «Источники осознанной жизни». Думаю, это полезно читать. И хочу тебе подарить. Может быть, она тебе в какой-то момент поможет. Немного расскажи о себе. Как тебя зовут? Еще раз добрый день. Меня зовут Мальцев Владимир. Я, получается, учащийся 5-й школы имени Кривошапкина. Планирую, конечно, поступать на дипломата, то есть в дипакадемию. Ну и как-то иду своими шажками. Недавно даже посещал Госдуму, там,
Министерство иностранных дел, самом МГИМО, там еще Дипакадемию мы, получается, заезжали вместе вот с моим учителем Еленой Николаевной Тыкановой, которая у меня вот ведет общество и историю. Ну и в целом вот все я хочу вот также посоветовать всем, чтобы вы, конечно, вот не сдавались, идя вот по этому трудному пути, ища свою работу. Конечно, вот это очень хорошо, что молодые люди ищут работу, даже вот в таких условиях, когда они учатся, у них нет времени, но при этом они стараются. Все, спасибо большое. Спасибо, давайте поаплодируем. Ну, сейчас мы приглашаем всех подняться сюда, на наш подиум, для того, чтобы мы, опять же, могли еще немного пообщаться друг с другом и с нашей гостьей. Стать частью нашей аудитории можешь и ты. Подписывайся на наш телеграм-канал и подавай заявки на актуальные даты наших съемок. С вами была программа «Я молодой» С вами были ее ведущие Евгения Тимкина и Антон Васильев. Будем развиваться вместе на благо себя и родной республики. Всем пока! Для меня это первая передача в таком формате. Мне очень понравилась эта ламповая такая обстановка, дружелюбная. Мне очень понравились ребята, что они такие разные, что они такие позитивные. Спасибо большое за приглашение. Очень круто, на самом деле. Спасибо.